Главной миссией года педагога и наставника является признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. На протяжении всего 2023 года Вилюйский район фигурировал в крупных методических мероприятиях, профессиональных конкурсах. Также активно реализовывал федеральные и региональные проекты в сфере образования. Завершается 2023 год, объявленный нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным годом педагога и наставника. И в этот год в сфере образования в нашем Улусе сделано немало. Решены многие проблемы, которые стояли перед образованием. Образование нашего района достигло больших успехов во многих олимпиадах республиканского и даже на федерального уровня. Это говорит о том, что те традиции, которые были заложены еще в 1829 году, нами сегодня успешно продолжаются. В следующем году мы отмечаем 195-летие открытия первой школы в Вилюйском Улусе районе. И навстречу этому большому событию также запланированы большие и, на мой взгляд, очень интересные, яркие мероприятия, которые, я уверен, поднимут еще наше образование на более высокий уровень. Благодаря системной работе администрации Вилюйского района все больше образовательных организаций приобретают современный облик. В рамках реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы в феврале 2023 года открылось новое здание детского сада «Тугутчан» на 50 мест в селе Кбенде. В декабре 2023 года состоялось торжественное открытие нового здания первой куляцкой средней школы на 150 мест. Администрация Вилюйского района по объектам образовательных учреждений проведены капитальные ремонты, строительство новых, завершение новых объектов. По федеральной программе капитального ремонта проведены ремонтные работы объектов Джимконской средней школы, Бапагаинской средней школы и Вилюйской первой средней школы. Вошли основные это работы по утеплению, по внутриотделочной работы, также фасадные работы объектов. На сегодняшний день полностью вот эти три объекта проведены ремонтные работы в соответствии с новым нормативным требованиям. Свое развитие получило взаимодействие педагогов Вилюйского района. В марте в городе Вилюйске был проведен Большой педсовет с участием представителей Института развития образования и повышения квалификации, педагогов 4 вилюйских улусов. По итогам работы было подписано соглашение о сотрудничестве, утверждена совместная дорожная карта по повышению качества образования. Одним из ярких событий года педагога и наставника стало проведение в апреле спартакиады работников образования Вилюйского района, по итогам которой сборная команда Вилюйского района стала победителем. Педагоги образовательной организации Улуса являлись организаторами и участниками крупных республиканских и муниципальных мероприятий, профессиональных конкурсов «Учитель профессия мужская», «Педагогический дуэт», «Лига профессионалов», муниципального форума классных руководителей, первых форумов педагогов дополнительного образования в селе Верхневилюйск, молодых педагогов в городе Нюрба. Педагоги района представили свой опыт работы на площадках Вилюйского образовательного форума. В целом можно сказать, что за этот год Вилюйский улус стал площадкой проведения больших региональных методических мероприятий и профессиональных конкурсов. Напомним, что этот год в городе Вилюйске был посвящен Петру Хрисанфовичу Староватову, первому из якутян Героя труда, который был отмечен именно за заслуги в педагогической деятельности. Вилюйская школа является одной из старейших систем образования республики, и поэтому, безусловно, в рамках года педагога и наставника мы вспоминали наших выдающихся педагогов, которые в разное время работали в Вилюйском районе. Это и Игнатий Иванович Каратаев, автор первого якутского букваря, ученый, исследователь. Здесь мы ему посвятили каратаевские чтения. Это была инициатива Тасагарской средней школы. Мы провели андреевские чтения и посвятили их памяти известного в республике организатора образования, заместителя министра образования республики в 90-е годы Георгия Петровича Андреева.
Мы рады, что учрежденный в этом году почетный педагог Вилюйской школы был вручен нашему народному учителю Якутии, ветерану Великой Отечественной войны, человеку, который свыше 40 лет проработал директором Барагонской школы, Николаю Ивановичу Афанасьеву. Ему вручено свидетельство под номером 1. На церемонии закрытия года педагога и наставника во время подведения итогов конкурса профессионального мастерства «Серебряный звонок-2023» мы вручили номинацию «Сердце отдаю детям» еще одному ветерану педагогического труда, человеку, который проработал свыше 50 лет учителем начальных классов. Это всеми нами уважаемой Анне Ивановне Волгиной. 527 педагогов Улуса повысили свою квалификацию на базе ведущих региональных и федеральных методических центров. В целях содействия в развитии кадрового потенциала республики за весомый вклад в развитие системы образования учреждены специальные премии. Из Вилюйского района специальные премии вручены Винокуровой Алине, учителю русского языка и литературы Бапагаинской СОЖ имени Михаила Андреевича Алексеева, Федорову Михаилу, педагогу дополнительного образования Центра научно-технического творчества, Егоровой Ульяне, старшему воспитателю детского сада Бирчан города Вилюйска. 10 лучшим учителям республики были присуждены премии «Лучший учитель России» за достижения в педагогической деятельности. В число лучших учителей вошла учитель начальных классов Вилюйской школы номер 3 имени Николая Исаевича Степанова Комарова Екатерина. Победителем в номинации «Лучший педагог-наставник республики» и премии главы республики удостоилась учитель начальных классов Вилюйской школы номер 3 Майцева Луиза. В нашей школе планово ведется работа наставников. Я как наставник курирую школьный образовательный проект «Читаем все». Ряд лет вместе с коллегами организуем муниципальную олимпиаду по читательской грамотности для младших школьников. Кроме того, вместе с коллегами проводим разнообразные мероприятия по возрождению семейного чтения, в том числе и благотворительные акции. В рамках проекта работает в нашей школе стажировочная площадка, направленная на профессиональный рост и развитие учителей по формированию читательской грамотности младших школьников. Ну и мое, конечно, твердое убеждение и моих коллег, что высокая читательская грамотность учеников является залогом их успешности. Начали проект в нашей школе 2021 года. Исследовательская работа вошла в жизнь моих учеников. Детям нравится работать в группе, любят рассуждать, доказывать и выражать свои мысли. В ходе этого проекта я вижу, мои ученики стали более любознательными, мотивированными и общительными. Закончив педагогический колледж, я вернулся в свою родную школу уже в статусе учителя. Было отрадно работать со своими учителями, которые уже стали для меня наставниками. Воспользовавшись этим моментом, хочу поблагодарить своих учителей. Благодаря вам для меня открыта большая педагогическая дорога. Школа с 2018 года принимает участие в апробации комплекса методических материалов в рамках сетевой экспериментальной площадки Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства по теме «Индивидуальная программа развития педагога и система наставничества как инструменты наращивания профессиональных компетенций». Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности к восприятию нововведений. Высококвалифицированный педагогический коллектив – это основа успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. Команда интеллектуально-творческого центра «Каскиль» стала обладателем гранта целевого фонда будущих поколений «Инносфера-2023» в размере 1 миллиона рублей. Самым главным событием уходящего года Вилюйского технопарка стало открытие 2 кабинетов программирования для дошкольников в интеллектуально-творческом центре «Каскиль» и в детском саду «Алмазик». Кабинеты были открыты в рамках реализации проекта «Инносфера-2023». В кружке «Арабы Мир» занимаются 62 воспитанника из 4 детских садов.
Для детей робототехника очень интересна. Они увлеченно делают первые шаги к конструированию и программированию. Коллектив Мостовской средней школы стал одним из лауреатов конкурса экологических проектов Целевого фонда будущих поколений и получил грант в размере 200 тысяч рублей. Детский сад «Аленушка» города Вилюйска стал обладателем гранта главы Республики Саха-Якутия на сумму 500 тысяч рублей. 15 декабря в городе Вилюйск состоялось торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года педагога и наставника, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Из года в год образование в Вилюйском районе активно развивается, идет в ногу со временем и предлагает новые, интересные и креативные подходы к обучению. Педагоги играют важную роль в сохранении традиционных ценностей и передаче их будущим поколениям. На церемонии награждения ежегодного итогового мероприятия для работников образования «Серебряный звонок» были отмечены лучшие педагоги, работники учреждений дошкольного и дополнительного образования, а также активисты. Во время пленарного заседания 3-го Вилюйского образовательного форума начальник Вилюйского улусного управления образования Наталья Семенова получила звание почетного работника сферы образования Российской Федерации. С окончанием значимого периода сферы образования хочется подчеркнуть значимость профессии учителя. Несмотря на то, что год педагога и наставника подходит к концу, все мероприятия, которым был дан старт, продолжаются.